В зале бойцовского клуба «РЗИ» как никогда многолюдно. Один день в неделю отводится для совместных тренировок спортсменов самых разных спортивных клубов Ингушетии. Десятки бойцов, как профессионалов, так и ребят, выступающих пока в любительских соревнованиях, начинают тренировочный процесс с разминочных упражнений. Очень приятно, что в зале бойцовского клуба «РЗИ» солидное пополнение спортивного инвентаря. Различные тренажеры, маты, бойцовские и боксерские груши, манекены для отработки приемов, ну и, разумеется, то, без чего не может обойтись турнир по ММА – бойцовская клетка. После завершения разминки спортсмены приступают к отработке приемов. Очень важно разогреть мышцы в неспешном темпе, чтобы не получить растяжение или другую травму. Затем бойцы приступают уже к самим спаррингам. Здесь спортсмены из самых разных бойцовских и спортивных клубов Ингушетии. Профессиональные бойцы с солидным рекордом в ММА проводят совместную отработку приемов в стойке с только готовящимися к дебюту в смешанных единоборствах спортсменами. По словам президента бойцовского клуба «РЗИ» Мухаммада Машхоева, идея проводить общие тренировки и совместные спарринги зрела давно, но осуществить задуманное получилось не сразу. Как бы то ни было, отныне в бойцовском клубе «РЗИ» один раз в неделю стабильно будет вот такое столпотворение. Такое желание давно у нас было, но никак не получалось, возможности не было как таковой это все организовать, сделать. Вот недавно, как я уже раньше говорил, сели с тренерами, с Хамзатом Аушевым, с Исой Тангиевым. Сели, пообщались, поговорили, решили сделать такой хороший, такой добротный зал для занятия там не только ММА, но в основном для ММА, чтобы многие другие виды спорта можно как-то посоединить в этом зале. И, как вы видите, у нас получилось, мы сделали хороший такой отличный зал. И
поставили один день в неделю, чтобы все желающие, наши вот бойцы, в основном наши профессионалы и начинающие бойцы, чтобы они могли к нам приехать, потренироваться, почувствовать себя в бою с другими ребятами нашей республики, с представителями других клубов, чтобы как-то они вот развивали свое мастерство, именно работая не только в одном клубе, не только с соперниками, которые они знают, а вот в других в разных направлениях, с другими разными соперниками, и меняться опытом, обмениваться опытом. Такая идея у нас была давно, как я уже говорил, но сейчас это стало возможным благодаря некоторым факторам, ну и благодаря нашим усилиям вместе с тренерами. Несколько минут отработки и жестких спаррингов, затем небольшой отдых и вновь в бой. Ситуация в зале максимально приближена к реальным поединкам в ММА. Первые раунды проводятся в стойке, затем бойцы работают уже по правилам смешанных единоборств. Некоторые стараются менять спарринг-партнеров после каждого раунда, для того, чтобы проверить свою универсальность. 4 раунда мы провели спарринги по 3 минуты чисто по боксу. 4 раунда у нас сейчас спарринги по правилам ММА. Ну, по профессиональному ММА, по 5 минут. И в дальнейшем у нас будет сейчас, это последний раунд, закончим, будет отработка у сетки, там, у стенки. И все, на этом на сегодня у нас растяжка заканчивается, основная часть тренировки. Как видите, народа много, там, передвигаться, двигаться не у всех получается. Но я думаю, в дальнейшем мы будем выделять профессиональных бойцов, отдельно им проводить спарринги, там, взять субботу или какие-то отдельные дни утром или вечером после основной тренировки. А так ребята есть, которые показывают себя в спаррингах, очень перспективные ребята у нас. Здесь на спаррингах мы уже начали их замечать. В числе спортсменов, приехавших в зал, и команда бойцовского клуба из Малгобека. Под руководством Башира Гагиева эти ребята уже добились немалых успехов в самых разных видах спорта. Но за каждую возможность проверить свои навыки и улучшить их спортсмены цепляются с радостью. Совместные спарринги это очень хорошо развивает в плане того, что в одном зале все вместе тренируются и каждый друг друга знает, что он делает, как он делает и так далее. Поэтому работать легко, уже все предсказуемо. А здесь вот очень хороший бойцовский клуб «Эрзи». Здесь каждый четверг проходят спарринги. Мы сегодня сюда приехали, почти нас 15 человек поехало с нашего клуба. И обмен опыта, тренерского состава. Сами ребята работают, что-то новое учат у других ребят и так далее и тому подобное. И еще это немаловажно, ребята друг друга знакомятся, дружеские отношения складываются. Особенно если ребята уезжают за пределами республики, получается так, что с нашего клуба, с клуба «Эрзи», ну, со своей республики сборная команда выезжает, и каждый друг друга знает, друг друга поддерживает на выездах. И вот это вот дружеское отношение очень хорошо слаживается, складывается. Взаимоуважения, если не будет, то в жизни ничего не будет. Каждый человек должен своего товарища, друга, товарища по клубу, товарища по ММА, вот, должен уважать его. Естественно, каждый человек на спаррингах практически выкладывается там, ну не 100%, ну 70-80%. Но тем не менее после спарринга пожимает руки, отношения дружеские, общаются, друг к другу ездят там на свадьбы, на какие-то мероприятия, друг друга зовут и друг друга ездят. И тем более у нас сейчас нашего зала буквально сейчас 8-11 числа в Саратове будет Кубок России по панкратиону. Двое ребят туда выезжают, Абиев Хасан, Гагиев Ахмед, и будут там выступать. Еще один человек
на Кубке России в Кургане будет выступать по комплексу единоборству. Пользуясь этим случаем, хотел выразить благодарность начальнику МФЦ Яндиеву Мухаммаду, который и всех его коллег, которые поддержали нас в помощи поездки на чемпионат, на Кубок России. Хотелось им выразить огромную благодарность, сказать им огромный баркал. Еще я хотел выразить благодарность руководителю клуба, бывшему президенту Федерации ММА Машхоеву Мухаммаду, за руководителя клуба РЗ, бойцовского клуба, за все те условия, которые он делает для ребят. Это не только развитие спорта, это коллектив, дружеский коллектив, братья, товарищи, которые после спорта, после завершения карьеры остаются друзьями, товарищами. В спорте всегда складывается такой характер, стержень, целеустремленность, и так далее. Во всех аспектах человек развивается. И здесь оттачивается дружеский коллектив. Лишние уходят, остаются настоящие друзья, товарищи, которые в дальнейшем уже после спорта остаются и поддерживают отношения. Поэтому хотел бы тоже ему выразить огромную благодарность за все то, что он делает. Наравне с профессиональными спортсменами здесь тренируются и ребята, выступающие на любительском уровне. Для них это хорошая возможность проверить свои навыки и получить бесценный опыт, считают тренеры. У нас сегодня очень много способных ребят, которые в дальнейшем, я думаю, покажут хороший результат. У нас каждый четверг в нашем зале бывает день спаррингов. Из нашей республики, со всех залов приходят ребята для того, чтобы привести совместные спарринги. И эти спарринги очень важны для наших спортсменов, так как они получают огромный опыт в этих спаррингах. Поэтому в неделю один раз проводим такие спарринги. Абубакар Мистоев, Алик Албагачиев, Ахматхан Аздоев, Муса Хамхоев и Ахматхан Боков. Каждый из этих спортсменов на спаррингах выкладывается на полную. Кто-то готовится к предстоящим стартам, другие просто поддерживают себя в форме на случай, если вдруг наметится бой. Есть, назначенный бой. 1 декабря я должен драться в Краснодаре на турнире Беркут Young Eagles. 1 декабря будем драться. Касаемо сегодняшнего тренировочного процесса, насколько удачно он складывается, спарринги насколько хорошо прошли? Я начал тренировки недели 3 назад, я после травмы, после операции. Тренировки проходят довольно успешно. В этом зале мы собираемся каждый четверг, спаррингуемся, со всей республики ребята приезжают, обмениваемся опытом. Спарринги – это неотъемлемая часть любого вида спорта, боевого вида спорта. И на данный момент мы всей республики собираемся именно в этом зале, в зале РЗ. Со всех клубов сюда подтягиваемся, как и новички, так и профессиональные бойцы. Это большой обмен опыта, как и для новичков, так и для нас. Совсем скоро стартует Кубок России по грэпплингу, в котором будут принимать участие и спортсмены из Ингушетии. Так, Ахмед Гагиев отрабатывает приемы для успешного выступления на предстоящем турнире. Сегодня мы приехали по приглашению Fight Night Club РЗ, Машхоева Магомеда. Приехали, готовимся к старту Кубку России по панкратиону. Выезжаем скоро, уже через дней 10. Приехали поспарринговаться, подготовиться. Последние спарринги. Там уже весогонка и все такое. Хочется провести с каждым, попробовать с каждым. Тем более тут именитые спортсмены, которые выступают М1. С ними хочется тоже попробовать, показать себя, научиться у них чего-нибудь. То, что мы приезжаем сюда, то, что так собираемся, поспарринговаться, это для нас опыт, для каждого из нас. Важная составляющая успеха в ММА или в любом другом виде спорта – это функциональное состояние. Если есть выносливость, то гарантия успешного выступления уже обеспечена. Поэтому неудивительно, что такое большое внимание на спаррингах уделяется детальному изучению своего кардио. Не сбавляя темпа, бойцы постоянно прессингуют друг друга, размениваясь ударами.
Практически ни одного метра свободного пространства. Клуб полностью заполнен. В клетке несколько пар бойцов. По всему периметру зала также все занято. Пока не прозвучит сигнал об остановке, спарринги будут продолжаться. Соревнования бывают у нас нечасто, откровенно говоря, да. Соревнования бывают нечасто, да. Участвуют в соревнованиях, там, у кого-то не получает, у кого-то некоторые там проблемы бывают. То ли кто-то там не дорабатывает некоторые моменты, да, какие-то там министерства или какие-то федерации. Но мы вот решили, чтобы ребята могли, как я уже говорил, передавали опыт свой и почувствовать себя в бою с такими же, как они, даже иногда и сильнее, с представителями разных там видов спорта, той же борьбы, того же бокса, как-то объединить их всех. И поставили один день в четверг, дали рекламу по всем клубам, дали информацию, объявили всем тренерам, сказали по желанию, проходите, наши двери для вас всегда открыты, в четверг особенно открыты, чтобы вы уже приехали, передали свои навыки, свой опыт и нашим бойцам, и наши бойцы тоже как-то могли способствовать улучшению ваших там тактических, физических действий, возможностей. И вот в каждый четверг в 6 часов вечера мы все собираемся, все дружные компании. Перед началом схватки тренер, обычно это Хамзат Аушу делает, иногда Исаат Тангиев объясняет первоначальные принципы работы, как, кто должен работать, что он должен делать, чтобы он там, чтобы они не обижали, что мы все одни, мы все братья, что мы все работаем в одном направлении, что мы все пытаемся добиться одной цели и выигрывают, как всегда, сильнейший. И минуты 5, 6, 7 перед началом тренировок тренер объясняет принципы борьбы, честности. И потом уже начинаются спарринги. Ребята все понимают, что это не место для того, чтобы просто подраться. Это место для того, чтобы получить опыт, получить новые навыки, научиться. Может быть, он чего-то не знает, а вдруг он поработает с хорошим боксером, который его научит внутренним ударом, и это ему пригодится в будущем. То же самое с борьбой. В отличие от обычных тренировок, где спортсмены просто отрабатывают приемы, не применяя силы, здесь бойцы вкладываются в каждый удар. Защитная экипировка в таком случае – неотъемлемая часть тренировочного процесса. После заключительного раунда главный тренер дает команду. Тренировка завершена. Следующая встреча на этом же месте ровно через неделю.